Наш эфир продолжает программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Гостем нашей программы сегодня будет министр промышленности и геологии Республики Максим Терещенко. Максим Викторович, приветствую вас. Доброго дня. Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию 21 числа было озвучено. В том числе амбициозная, но очень серьезная задача – это газификация жилых домов. За подводку газа население платить не должно в населенном пункте. Что ждать людям? Как это будет реализовано и как быстро в том числе? Мы уже начали работу по этому направлению, потому что необходим теперь механизм реализации этой задачи. На той неделе состоялось совещание с Минсельхозом Российской Федерации. Мы прорабатываем вопрос, включая Министерство сельского хозяйства нашей республики, Агентство развития промышленного потенциала, с Министерством экономики, то есть все вовлеченные, и которые будут потом содействовать реализации этой большой всеобъемлющей задачи. Все ведомства сейчас подключены к разработке механизма, потому что все стороны должны понимать, где ответственность оператора, который подает газ, где ответственность органов власти, причем как регионального, так и муниципального уровня. Поэтому ведем подготовительную работу и готовим свои предложения по разработке этого нормативного акта. То есть сейчас идет всеобъемлющая работа по подготовке прям закона. Да. Пресловутая последняя миля, давайте поговорим о ней, что она из себя представляет. И тут же возникает опять же вопрос, который поднимается и в информационном поле. Кто, за чей, как будет компенсироваться, вернее, оператору, который будет подводить этот газ, эти расходы? Есть ли уже какие-то предложения, какие-то наработки? Последняя миля, когда спрашивают, что это такое, это как раз, чтобы газовые сети дошли до границы земельного участка. То есть сделан газопровод-отвод, к которому уже, соответственно, собственник, наш житель подключается. Я отмечу, что у нас уже в республике на самом деле ряд механизмов реализовывается, и думаю, как раз они в комплексе, и будут уже служить базой для этой хорошей, правильной задачи. Если вы не против, я перечислю, чтобы люди услышали. Первая история. Сейчас при реализации новых проектов по газификации мы обязательно делаем так, чтобы газовая труба в поселении подходила к домовладению, то есть, соответственно, сделан газовый стояк, и к которому идет подключение уже непосредственного жителя. Раз. Второй момент. По линии Министерства труда республики действует хорошая программа для малоимущих людей, то есть в которой предусмотрена компенсация в размере 100 тысяч рублей при организации газификации. При этом у нас в марте состоялось совещание на уровне главы республики Арсения Сергеевича Николаева, и он дал поручение правительству эту сумму компенсации увеличить до 150 тысяч рублей. То есть это, по сути, мы уже решаем эти задачи, и, можно сказать, на опережение, как и должны работать. И третий блок. На днях состоялась правительственная комиссия, предусмотренные средства на реализацию этой программы. Мы ее подготовили в прошлом году. Глава республики нас поддержал, дал соответствующие поручения. Эта программа будет работать для поселений, которые уже газифицированы. Кратко ее назову. Программа по переходу с централизованного отопления на индивидуальное газовое отопление. Что она будет давать? Это компенсация со стороны регионального бюджета гражданину до 75%, но не более 117 тысяч рублей на газификацию своего дома. Если в это поселение уже пришел газ, мы, соответственно, уже будем ее реализовывать. 7 пилотных поселений, и потом список, надеемся, будет расширять. Программа по 2024 год включительно. В этом году будут выделены первые средства. Я думаю, жители ее оценят. Территория нашей республики огромная, и сетевым газом окутать не удастся абсолютно каждый дом. Как в этом плане идет работа по использованию сжиженного природного газа? Вопрос, я уж прошу прощения, требует прямо отдельной, может быть, программы. Я кратко буквально скажу. В послании главы республики прозвучала задача по пилотному поселению село Качекацы. У нас предусмотрены сегодня соответствующие средства на разработку проектно-сметной документации. Мы очень плотно работаем с Министерством ЖКХ и ГУП ЖКХ, соответственно, по газификации котельной. Но надо сказать, что для того, чтобы реализовать эту программу, мы ее подготовили, Министерство геологии подготовили совместно программу с МинЖКХ, с
Министерством сельского хозяйства, муниципалитетами, с Министерством экономики, с Госкомцен, мы понимаем, что помимо непосредственно газовых сетей, да, создания системы хранения, регазификации сжиженного природного газа, и, соответственно, подводок газовых труб к населению, необходимо решить вопрос еще и с производством. Вот сегодня у нас есть ряд проектов, по одному из них уже подготовлено предТЭО, то есть понятное экономическое обоснование. По второму, например, Сахаторснефтегаз на сегодня уже заказал проект, и мы ожидаем его к концу этого года. Соответственно, сроки реализации установлены по 2023 год включительно. Следующий проект компания ЕТЭК на сегодня сейчас проводит для себя оценку экономической целесообразности. Рассчитываем, что все цифры сложатся, и у нас этот проект тоже будет малотоннажного производства реализован. И в отличие от многих регионов, у нас на сегодня есть свое производство сжиженного природного газа. Уже есть, но необходимо расширять его мощности. Давайте поговорим о планах на 2021 год. Есть ли, например, какие-то сдвиги по завершению строительства газопровода Кызылсыр-84 километр? КСЛСР-84, я бы отделил от темы газификации КСЛСР-84 немножко, да, чтобы акценты расставить. КСЛСР-84 газопровод, магистральный газопровод, он связан непосредственно с обеспечением надежности газоснабжения, вообще всей Якутии, можно сказать, по сути, центральной Якутии в первую очередь. Да. Я думаю, не ошибусь, у нас буквально 15 апреля состоялось совещание в Министерстве энергетики Российской Федерации у замминистра Сорокина Павла Юрьевича. От нас делегацию возглавлял Тарасенко Андрей Владимирович, была Данчикова Галина Иннокентьевна, депутат Государственной Думы, я от Министерства промышленности и, соответственно, гендиректор Сахаторснефтегаз Колодезников Алексей Засимович. Мы вопросы обозначили, Министерство энергетики нас поддержало в реализации этой сложной, но важной для региона задачи. Поэтому мы подготовили очередную заявку на федеральное финансирование. Буквально на днях состоится очередная встреча, я бы сказал, правительства республики уже с дальнейшими министерствами, которые вовлечены в этот процесс. Это Минэкономики, далее будет Министерство финансов. Необходимо эту заявку продвигать и, самое главное, построить этот газопровод. Давайте затронем другую тему. На официальном сайте министерства появилась информация, что в правительстве одобрен законопроект о внесении изменений в закон, регулирующий сбор бивней мамонта и других ископаемых остатков мамонтовой фауны. Подробнее чуть об этих изменениях. Насколько позволяет программа, да, я бы тогда, наверное, два акцента расставил. Да, два акцента. Первое. Федеральное законодательство, закон о недрах не подразумевает возможность добычи. То есть, вот как мы, например, видим, как золото, если добывается, уголь, да, алмазы с применением техники, различных устройств и так далее. У нас вопрос идет о сборе. Соответственно, мы должны были привести республиканское законодательство в соответствие. Чем это также важно? Мы понимаем, что этот бизнес, это работа, это традиционный вид деятельности, очень важен для наших народов Севера. Все, кто проживает в Арктике, прекрасно знают роль этого вопроса для каждой семьи, наверное, на севере, в Арктике в нашей. Да? Поэтому и здесь на доходы напрямую влияет объем экспорта. Соответственно, устраняя вот эти вот несоответствия с федеральным законодательством, мы позволяем нашим жителям Арктики собирать и организовывать экспорт без каких-то лишних, избыточных административных барьеров. Второй момент очень важный – это формирование отчетов по результатам такой деятельности. Это очень важная история. Мы ее, еще раз скажу, эти изменения, вот этот подход мы отрабатывали не в одиночку в министерстве, с привлечением Союза, торгово-промышленной палаты, Союза сборщиков, торгово-промышленной палаты, самих, соответственно, жителей, индивидуальных предпринимателей, которые в этом процессе заняты. И отчет позволит сформировать прозрачную схему движения от момента сбора до реализации. Это, соответственно, серьезно поможет и самим сборщикам, те, кто заняты в транспортировке, наши жители, те, кто участвует в экспорте, нашим органам власти помогут, чтобы отделить то, что занимаются в основном жители законно, да, и там, где есть нарушения. То есть мы выстраиваем прозрачную, понятную схему в соответствии с концепцией.
Вот как раз-таки говоря о законности и административных барьерах, которые вы упомянули, тяжело ли сейчас в настоящее время получить лицензию на сбор бивней мамонта и других остатков ископаемых? И вот эта всеобщая цифровизация государственных услуг, касается ли она вот именно получения этих лицензий? Да, я предлагаю заходить на сайт Министерства промышленности и геологии. Там процесс подробно разложен. В принципе, учитывая количество, что несколько сотен этих лицензий уже было выдано, проблемы нету. В плане цифровизации сегодня можно оформить заявку точно так же через сайт, что упрощает процессы, экономит средства заявителям, да, потому что из Арктики долететь до Якутска это все-таки достаточно затратно, и мы вели последовательно эту работу. И сейчас мы отрабатываем с федеральными ведомствами, чтобы все-таки полностью исключить бумажный документооборот из этого процесса. Все, что было в наших силах, мы перевели в электронный вид. Да? Но, к сожалению, есть еще аспекты, по которым мы продолжаем работу. Надо обеспечить полную цифровизацию, будем в этом работать. Самое главное, что работа идет. Да. Давайте поговорим о нацпроектах, которые министерство сейчас продолжает вести работу, федеральные проекты, нацпроекты. Что сейчас делается? Основной проект – это промышленный экспорт. Он непростой, в отличие от многих других проектов, в нем не предусмотрено финансирование, но амбициозные задачи по увеличению не сырьевого, не энергетического экспорта никто не снимал, эти задачи очень амбициозные. Что значит не сырьевой, не энергетический? То есть, возьмем, например, бензин, да, производство. Вроде бы уже не сырье, но энергетика. То есть, не получится здесь, да, в данном случае. Тоже сжиженный, например, природный газ, это тоже не сырье, но энергетика. Поэтому рассматриваем сегодня основные направления для нас. Это экспорт бриллиантов, соответственно, это экспорт ювелирных изделий, продукция лесопромышленного комплекса и легкой промышленности. Если так расставить основные акценты. Что сегодня по этому направлению ведем? По ювелирно-гранильному комплексу. Это развитие нашего кластера в Кангаласах, который, соответственно, при выходе на полную мощность может выйти практически на объемы в 2 миллиарда рублей по производству. И хотелось бы основной акцент все-таки поставить на экспорте. По бриллиантам рассчитываем на постепенное восстановление рынка идет, то, с чем столкнулись основные экспортеры в прошлом году. Там было серьезное падение, процентов на 50. Да, это можно назвать критическое, по сути, падение. Да? Третье направление – это лесопромышленный комплекс. Здесь мы ведем работу правительства с привлечением профильных агентств, которые агентство привлечения инвестиций по Дальнему Востоку, агентство привлечения инвестиций, поддержки экспорта наше республиканское, по вхождению в наш регион новых инвесторов, но которые будут не только заниматься тем, что рубить деревья, а будут заниматься именно лесопереработкой. И, конечно же, легкая промышленность. Здесь тоже ряд направлений, как и традиционных видов одежды, например, которые экспортируются, меха и так далее. И помимо этого различные сувениры, изделия, ищем самые разные варианты. Максим Викторович, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго вам. Рад встрече. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Гостем нашей студии был министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.